Сельхозотрасль республики сегодня – это 56 крупных хозяйств, 110 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 325 крестьянско-фермерских и 70 лично подсобных хозяйств. И львиная доля уверенно стоит на ногах благодаря господдержке. В региональном правительстве считают, что привлекать в сельское хозяйство нужно и средства инвесторов. В 2023-м удалось привлечь 379 миллионов рублей. Задача на год текущий и следующий – нарастить объемы до миллиарда. Уже сегодня идут переговоры с крупной компанией из Удмуртии. Мы предложили коллегам как раз вопросы, связанные с развитием теплиц, вопросы, связанные с овцеводством, коневодством и говядиной. Также мы сделали презентацию, в принципе, земель сельскохозяйственных по нашей республике. Инвестиции, конечно, касаются больше крупных игроков аграрного рынка. Но и для небольших крестьянско-фермерских хозяйств сегодня есть решение. Они могут объединиться в кооперативы. Так, всего 2 года назад в Карткировском районе объединились 10 фермеров. А уже в этом году они выиграли свой первый грант. Когда уже вместе мы работаем, то намного это облегчает труд крестьянско-фермерских. Тут и сбыт, тут и переработку мы планируем организовать, построить переработку и убойный пункт в Карткиросе. Благодаря, я думаю, этому объединению мы, наверное, это осилим. Развитие сельского хозяйства – это еще и развитие сельских территорий. В Усть-Куломе, к примеру, приступают к реализации второго этапа масштабного проекта. В крупном микрорайоне райцентра появится почти 9 километров улично-дорожной сети, еще 6 водопроводной. Новая инфраструктура изменит жизнь 760 человек. Очень нам нравится работать с Министерством сельского хозяйства. Программа позволяет привлекать очень хорошие инвестиции именно на те участки, где активно строятся наши жители. У нас основным населенным пунктом является Усть-Кулом, где активно жители просят предоставить им земельные участки под строительство. У нас был опыт микрорайон по улицам Ладыгина, Липина, Петропавловская, который мы в прошлые годы завершили благодаря участию в программе Минсельхоза. До этого еще было 2 улицы. И сейчас микрорайон Северный – это у нас крупнейший объект, который включен в адресную инвестиционную программу. Общая стоимость строительства, которая необходима, у нас составляет порядка 700 миллионов рублей. А еще именно в Усть-Куломе начали возводить служебное жилье по линии Минсельхоза. Предоставлять его будут специалистам социальной сферы. Из федерального бюджета на эту меру поддержки направлено больше 2 миллионов рублей. И, к слову, Усть-Куломский район стал первым муниципалитетом республики, где будет применяться такая практика. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.